кіші әлдилер, екі жастың табыстырған жүрегім. Жастық жалын асыларынан ақ ниет, бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін. Той үстінде тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, шарықтасын шаттығында. Бірге аттанып болашаққа өмірге, тіпті бүгін ортамызға отауы. Қуаныш пен шаттық орнап көңілге, тойламаққа келдік бүгін көп хауы. Той үстінде тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, шарықтасын шаттығында. Жас шаңырақ болсын бақыт бесігі, жас жұбайлар құтты болсын тойларың. Кең ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларың. Той үстінде тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, шарықтасын шаттығында. Дорогие гости, раньше чувашские женщины вышивали их сами. Давайте мы с вами поприветствуем нашу невесту, нашу красавицу. И выходит под обои света наша невеста. Звезды, солнце, синьдали вышивают айгули. Ey davan dustavan, emir berle buranar da kamar iş pasavanar. Ey davan dustavan, emir berle buranar da kamar iş pasavanar. Saragayıp bulatım, duracine larıttım, çevircigi şilhibi, şebeşin galajıttım. Ey davan dustavan, emir berle buranar da kamar iş pasavanar. Ey davan dustavan, emir berle buranar da kamar iş pasavanar.
девичья шапочка называется тухья. В общем, она пришла, как говорят, от амазонок. Чувашки были, племя у них жило амазонок. И вот у них сверху была вот такая шишечка. Амазонки жили одни без мужчин. И если какой-то мужчина покорял сердце амазонки, она перед ним снимала шапочку и ломала вот эту шишку. Это у русских тоже, между прочим, почему-то какой-то мужчина ломали перед победителем. А у амазонок вот это так был обычай ломать вот эту шапку в знак покорности, то, что она сдается победителю мужества. Все, она выходит за него замуж. И сейчас на нее будет одета. Ага. Женский головной убор называется кушку. Немного расскажу вам тоже о чувашской истории этого народа. В чувашских семьях с особым почетом относились, как и, впрочем, в других национальностях, к матери. И называли Ане или Амаш. Переводится как мать. И для чувашев мать — это понятие священное. И никогда эти слова они не использовались в ругательной какой-то форме или в какой-то обыденной форме, или в насмешках. И с благоговением они всегда говорили: ежедневно угощай мать блинами, испеченными на свои ладони. И то не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды. Древние чуваши считали, что самое страшное проклятие — это материнское. Жена и муж в чувашской семье всегда были на равных. Никогда не было доминирующих отношений мужчины, например, или женщины, несмотря на то, что женщины у них были очень воинственные. Например, почему все женщины у них были, смотрите, в монетах? Потому что они шли на войну, из лука стреляли. Это такой небольшой, знаете, как руссконародный такой доспех женский. Еще такая очень хорошая поговорка была: женщина — это божество в доме, а муж — это царь в доме. В общем, пиво. Я сварила сама. Пиво безалкогольное. Оно сварено из хмеля, из солода и с медом. Дорогие друзья, свадьба — это всегда такое хорошее торжество. Тем более у нас в Казахстане, у нас самая многонациональная, самая наша любимая страна Казахстан. Мы ее очень сильно любим, очень благодарны за это удивительное гостеприимство. Сколько у нас смешанных браков, да, каких прекрасных национальностей. И сегодня не только мы будем говорить о нас, сегодня нас пришли еще поздравлять гости из Корейской церкви. И давайте их поприветствуем. Здравствуйте, наши дорогие новобрачные.
мамочка. Мы поздравляем вас с этим, и мы хотим, чтобы вы шли по этой жизни, держа друг друга за руки. Желаю вам здоровья, и чтобы ваш дом наполнился смехом детей. Ну, хочу еще добавить, что будьте благословенны. У нас песня тоже благословенная. И, как сказано в Библии, да прилепится жена к мужу, и будут они одно целое. Итак, наша сила и правда ищи, пусть Господь нас ведет и хранит, и в избытке дарит нам отцовской рукой и надежду, и мир, и покой. Боже, Ты всех нас благослови, благодать свою дивно яви, свою руку простри, счастье мир подари, к новой жизни сердца оживи. Свою руку простри, счастье мир подари, к новой жизни сердца оживи. И сейчас еще у нас в гостях специальный гость, очень талантливый гость. Давайте тоже поприветствуем. Ее зовут Марина Юрченко. Она тоже чувашка, очень удивительный человек, творческая личность. Она выпустила свою книгу. И мы знали ее маму. И ходили тоже с ней, пели чувашские песни. Всегда были на всех национальных таких праздниках интересных. Вот. В общем, спасибо. Я зачитаю поэтическое посвящение молодой паре Данилу и Айгуль. Первое стихотворение называется «Невесте». Айгуль, это для вас. К алтарю в атласном платье, флер-оранжевом венце. Помнишь, как о благодати ты мечтала о кольце? А теперь сбылись все грезы и мечтания наяву. И тебя, вручая розы, все невестою зовут. Ты от пят и до макушки всех румяней и белей. Будь счастливою, подружка, и любовь свою лелей. Для него, не для округи, береги душевный свет, чтоб не чаяли друг в друге вы души на много лет. Это я вам говорю тоже как человек, имеющий опыт семейной жизни, 25 лет. Это трудно, но это очень здорово, когда друг с другом живешь бок о бок рядом и много лет вот так вот друг друга поддерживаешь. Я желаю вам очень много тепла, нежности, заботы, любви, чтобы у вас были дети замечательные. Но счастье свое, его надо лепить каждый день. Вот. Лепить, лепить, лепить. И стихотворение такое называется «Счастье». Счастье, оно рукотворно, как глина. Можно слепить его из пластилина. Маленький парус и легкий фрегат, что парусами прямыми богат. Чудо проворные пальчики слепят, куклу живую, младенческий лепет. Руки умельцы, терпенье и труд скуку из жизни твоей уберут. Явится остров в тумане прекрасный, месяц засветит и новый, и ясный, и среди долгого зимнего сна в душу проникнет лучами весна. Только добавь и старания, и жара, будет карьера, как Килиманджаро, терем просторный на много палат. Выйдет скорей, если вылепишь блат. Очень серьезная эта работа. Кто-то слепил уже где-то чего-то и про запас отложил кирпичи. Сиднем не надо сидеть на печи. Ты создавай не в убыток здоровью счастье свое с неизменной любовью. Труд — это трудно, тернисто — терпи. Только лепи, не ленись, ты лепи. Конечно, даже нужно. Такое стихотворение, поскольку вы молодожены, такое нежное, про любовь. Обнимаю тебя снегом, белым-белым, самым первым. Обнимаю тебя небом, звездной бездной, сном напевным.
Обнимаю тебя морем, оттеняю бурной пеной. Опьяняю тебя волей и пленяю постепенно. Обнимаю тебя ветром, буйным свистом, тихим воем, распускающимся рассветом в мире мглистом, где нас двое. Обнимаю тебя птицей, я крылами, куполами, от того, что тебе не спится между снами, что меж нами. Я пою о тебе песню, не умея быть покорной, только лучше бы петь вместе, даже если в 3 аккорда. Спасибо. Действительно, талант — это талант от Бога, талант завораживает. А сейчас давайте мы с вами поприветствуем еще одну удивительную женщину. Она председатель этого, в общем, заведения сама. Нет? Комитета по паратанцам, руководитель, ну там всяких мероприятий. Много всяких, ну это не важно. Я хочу от лица руководителей нашего центра, от лица коллектива, ну от моего лично поздравить вас с таким днем. Вы были очень красивой парой, теперь вы семья. Я желаю вам гармонии, понимания, семейного благополучия, много деток, чтобы вы жили и любили друг друга. Самое главное — уважение. Будьте счастливы. На сцену приглашается Волкова Лидия со своей песней, посвященной молодым. Это у нас старейшина в центре. Она стихи тоже пишет. Дорогие наши молодожены, я от всего сердца вас поздравляю. Желаю вашего счастья до конца жизни. И хочу подарить вам песенку такую, закрепить. Зорька, алая губы, алая, а в глазах твоих небосень. Ты, любовь моя долгожданная.
Дорогие гости, какой зажигательный наш танец, да, чувашский? Вот когда у нас была свадьба в деревне, обязательно в доме шла свадьба, а на улице плясали молодые. Они специально доски сколачивали, чтобы к каблукам приколачивали подметки, чтобы именно стучали, чтобы стук был услышан на всю деревню. Под гармошку плясали. В доме свадьба, молодежь на улице, им выходили пивом, их угощали, ну или там самогоночкой. И вот такие были зажигательные танцы. Вы сейчас услышали как. Так, дети, ну-ка идите призы получать за свои эти зажигательные танцы. Давайте. Лучше всех, кто танцевал у нас, Ромка, конечно. Так, девочка у нас хорошо танцевала. Ну, все хорошо танцевали, конечно. Артемочка. Сейчас давайте будем кушать. Все проголодались. Садитесь, наши чувашские блюда. Я сделала ширтан. Раз пошла такая пьянка, значит, последняя будет. Где-то на белом свете. Про любовь. Где-то на белом свете, там всегда мороз. Цветут медведи, а земную ось и минут столетия. Снег под льдом моря, трутся ввысь медведи, вертится земля.
Ганна, що тебе? Вийдеш замуж за мене? У мене корова є. А на що мене корова, коли я сама здорова? Ганна, Ну що тебе? вийди замуж за мене, у мене перина є. А на що мене перина? Я сама як балерина. Ганна, Ох, ну що тебе? вийди замуж за мене, у мене подуха є. А на що мене подуха, коли я сама толстуха? Ганна, Ну що тебе, Василий? вийди замуж за мене, у мене дінжата є. У тебя деньжата есть. Да, Ганна. Купишь фирму Adidas, самоваром выше класс. Вот тогда піду за вас. Сиськами вы споете? Жених уговаривал, то есть парень уговаривал. Влюбиться и жениться. Да. В общем, как я Кольцо купил, все сделал. Только когда кольцо купил, Вот как эта сценка так же самая, да? Ой. Ну давайте еще спойте прическу хотя бы. Давайте, какую? Напис. Давайте, написано. Сразу, да? Thank you.
этот ансамбль, конечно, здесь пели не в полном составе. Все они чуваши, мои земляки. А вот наш баянист, мы его зовем чувашский сын татарского народа. Он сам татарин, но он много-много лет, сколько, 20, да? Есть уже 20? Нет еще 20? Меньше, там, 17. Меньше? Ну, 17 лет. Он уже с ними спаялся всеми душевными спайками. Везде с ними ездит, в Россию, везде. Ну, такой, ну, беззаветный такой служитель. Я хочу, Гайнудин, от меня лично и от имени вот всех чувашей вручить тебе скромный подарок. Ага. Это лично тебе. Ты столько и с нами, с нашим новым ансамблем Ставаном занимался. И все бесплатно. Это тебе. А вот подарок сейчас откроем, посмотрим, что такое там. Хотите посмотреть, да? Конечно. Конечно. Обязательно мы посмотрим. Это армянский коньяк. Угостить людей? Нет, это тебе все, что хочешь, твой подарок. У нас безалкогольная свадьба. Я испортила, чтобы людям показать, что это, и на камеру. Так? Да, таптапус, чувашский. Зацинчеяла, шур сирен чечекре, шур сирен чечекре чухне, мальчун радун захще, остават присавные зе, шур сирен панине, шур сирен парнелене чух, юрада птенине анчак тевжене земана. Канукава кучу зем санам, черене шундарай. Сад пакчине тухадапта, шур сирень манумра, шур сирене курадапта, азаилеп сана. Остават присавные зе, шур сирень панине, шур сирень парнелене чух, юрада птенине анчак тевжене земана, манза кайрал чаза, канукава кучу зем санам, черене шундарай. Alişileyle zamni alişiley, ayıplı demar, ayıplı demar kunda, ayıplı yuradu. Astavat pisavni ese, şur zirel panine, şur zirel parnelene çuh, yurada ptenine ancak tevжене zemana. Канукава кучу зем санам, черене шундарай. Шурку не зацинчеяла, шур сирен чечекре, шур сирен чечекре чухне, мальчун радун захще. Остават присавные зе, шур зирель панине, шур зирень парнелене чух, юрада птенине анчак тевжене земана, манза кайрал чаза, канукава кучу зем санам, черене шундарай. Остават присавные зе, шур зирель панине, шур зирень парнелене чух, юрада птенине анчак тевжене земана, манза кайрал чаза, канукава